Добрый день, дорогие друзья, и вновь программа «Подворье» с вами. Мы приветствуем всех зрителей телеканала НВК Саха и Якутия-24. Обратите внимание, нахожусь я посреди красивого места. Вокруг меня очень красивые растения. Они непростые, но мне кажется, редко встретишь их на дачных участках у наших якутян, потому что многие думают, что они у нас не приживаются. На самом деле все эти декоративные растения можно вырастить в условиях нашей республики. И самая главная их фишка в том, что они многолетние. Ну а как с ними справляться, как за ними ухаживать, как сохранить их и как получить потрясающе красивые цветы, мы узнаем сегодня прямо здесь и сейчас в Ботаническом саду, потому что со мной рядом директор Ботанического сада Наталья Иванова, кандидат биологических наук. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Ну и вновь мы с вами вместе будем стараться понять, мне, по крайней мере, стараться, а для вас рассказать, как ухаживать за такими интересными растениями. И вообще, что такое многолетние растения? Да, начнем с того, что такое многолетнее растение. Здесь у нас травянистые растения только предоставлены. Многолетние, значит, они несколько лет, больше одного. В отличие от рассадных, вот, которые мы, петуния, сальвия и анютиноглазки, кстати, двухлетние, да, это многолетние растения, то есть растут больше 2 лет. Да? Больше 2 лет, а чаще всего еще больше, там 10, 15, 20 лет могут жить, и могут даже и больше некоторые находятся при соответствующем уходе за ними, при соответствующих агротехнических мероприятиях. Ну и, допустим, вот это у нас визуально, давайте покажем. Так, это вот эти, да? Да, вот это вот красивейшее растение с такими большими кожистыми листьями, это бадан толстолистный. Он очень декоративный во время цветения, он декоративный и после, и также и он осенью остается декоративным, когда листья его буреют, и он становится такой вот очень такой интенсивный. Сколько лет растет этот батан? Вот этому бадану на этом месте примерно около 5 лет он растет. Он за это время при хорошем уходе, при поливе, при прополке, он вот так вот начинает разрастаться и занимает такую большую площадь. Очень красивый, да. И еще какие у нас здесь? Здесь у нас есть очитки. Очитки это? Растения собраны так вот в таком порядке, чтобы они все время как-то цвели. Что-то цвело. Это называется сад непрерывного цветения. Сначала начинают первоцветы, такие как вот у нас прострелы, то, что мы называем подснежниками, да, несколько их здесь есть. Они отцветают, дают свои уже пушистые такие плодики, и на их смену уже выходят уже другие растения цветут. Вот сейчас мы видим, здесь цветет бадан, у нас здесь цветет синюха северная. Вот это синюха северная. Это северная синюха. Тоже многолетка, да? Да, тоже многолетнее растение, очень хорошо разрастается и обладает очень тонким, нежным таким ароматом, очень приятным, за что его ценится. Еще одна особенность этого растения, то, что они могут цвести вообще полностью практически все лето. Если убрать отцветшие цветоносы, оно будет цвести, но не так обильно, может, как в начале, но тем не менее. А сколько лет подряд? Каждый год, ежегодно оно цветет. Вот так вот, да. Красота. Да, красота такая. Вот здесь еще можно обратить внимание, это тюльпан, это уже не местное растение. Вот это все растения были до этого, это местные флоры, наши якутские. А вот это уже не местное растение, называется тюльпан поздний, он сибирский вид, дальневосточный. И вот сейчас он тоже вот цветет. Его особенность такая вот, есть такой ряд растений, которые быстро начинают весной цвести, а потом уходит в состояние покоя. Сейчас вот он нас радует, да, такими необычными цветочками, нежными, на ветру колышется. Да? Потом он дает семена быстренько и уходит в состояние покоя. И здесь как бы остается такое пустое место до будущего года. Поэтому, чтобы здесь не было пустого места, мы здесь вот формируем, мы здесь посадим какие-то другие растения, которые будут украшать этот участок во время отсутствия вот этого тюльпанчика. Все понятно. Так, и еще что понравилось жителям республики, вот из многолеток, пользуются популярностью очитки. Вот такие они такие кожистые, такие мясистые листья. Есть у нас очиток Миддендорфа, есть пурпурные, они очень хорошо растут, разрастаются между собой. Это, конечно же, ирисы разные. Вот они, да, это очиток. Да. Очиток, посмотрите, да, такой прям густо. Да, он дает какую хорошую густую куртинку. Есть у нас гортензия сибирская, тоже она сейчас вот стоит в бутонах, вот буквально на днях зацветет, в конце недели тоже зацветет голубые, такие колокольчатые у нее цветочки. И она очень хорошо распространяется сама между собой. Вот здесь у нас цветет рябчик, это тоже луковичное растение, как и тюльпан. Вот такие у него красивые желтые цветки, которые тоже потом в состоянии покоя уходят, и летом здесь на этом месте ничего нет.
Поэтому мы формируем вот эту свою композицию, мы дополняем ее некоторым количеством однолетников. Красиво цветущие, ну такие вот более скромно цветущие, не такие как яркие, как петуния, вот сальвия, например, а такие небольшие скромные цветочки, например, такие как алисум, портулак, может быть, такие вот. Они тоже такое пятно цветовые создают. А вот такой вот это обычно мы видим, знаете, вот подобные растения там в кинофильмах, да, это больше кажется, что это какой-то, ну, у нас в Якутске так не высадишь, да? Это злаки. Злаки, это вот надо, когда мы привлекаем себе в коллекции, в посадке злаки, нужно смотреть, чтобы они не давались, вот, не были очень агрессивными. Есть такие злаки, ну, как пырей, да, вот все его знают. Он дает корневище и расползается везде и всюду. А это вот такой вот терновидный злак. Его еще вот на газонах тоже выращивают. Ну вот это в данном виде он не стрижется, просто такой кочкой выращивается декоративный. И вот его можно вот также тоже использовать. Главное следить, чтобы они не забивали другие растения. Можно еще показать ирисы. Вот смотрите, у нас здесь вот ирисы низкие. Есть ирисы влаголюбивые, а есть ирисы сухолюбивые. Вот это вот, например, сухолюбивый ирис, он цветет желтыми цветками. Очень декоративно, эффектно. Прямо такой шапкой большие крупные цветочки образуются. Очень красиво. Наталья, а вот я обратила внимание на то, что здесь очень много таких красивых камней. Это все-таки декор или у них есть какая-то функциональная часть? Конечно же, это больше для декора. Очень красиво, когда растения обрамляют камни, по ним начинают как-то плестись, особенно вот почвопокровные растения начинают как-то их оплетать, и очень получается красивая композиция. Только когда мы подбираем камни, нужно стремиться к тому, чтобы камни были одной породы. Вот у нас здесь вот такая вот такие вот бурые камни, разные, вот разной формы, разного размера, но одной породы. Это смотрится тогда гармонично. Камни немножко вкапываются, какие-то расставляются по своему вкусу, по своему желанию. И уже там вокруг них создается композиция. То есть сначала мы раскладываем камни, потом мы рассаживаем уже растения. Ну и, конечно, нужно не забыть, когда при высадке, когда формируется вот эта вот клумба, не забыть сделать какие-то такие технологические дорожки, по которым вы будете ходить и ухаживать за растением, делать какие-то манипуляции. Ну вот, на которых мы, да, сейчас? Плитка, да, положена вот так вот. Так, ну что, обязательно у нас должно быть в нашем эфире практическая часть должна быть. Вот сегодня чем мы займемся, если мы говорим о многолетках? Ну, давайте мы сегодня с вами разделим растения, мы покажем, как можно размножить растения, как можно размножить наши многолетние растения, чтобы у нас было их и посадочный материал появился, и еще такое деление растений, размножение вегетативное, оно для омолаживания служит. Если вот даже посмотреть сюда, вот бадан, он уже такое большое пятно занимает, да, как бы вытесняет уже другие растения. Поэтому нужно проводить такие манипуляции по его как бы формированию, да, немножко его сократить, и чтобы он уже опять занял свою нишу и не притеснял других. Да, но и это тоже не так просто. Пришел Да, ну мы покажем, как это делать. Вот на примере ириса касатик, то, что вот очень красивый тоже, это касатик щетинистый, это знакомое многим растение, оно дает розетку листьев такой, и на нем вырастают такие цветоносы голубые. Вот мы выкопали уже довольно взрослые растения, довольно взрослый куст, и мы сейчас его будем вегетативно делить. Есть еще семенное размножение, но мы здесь будем сегодня рассматривать только вегетативное вот размножение с целью деления, с целью получения вот посадочного. Ну, то есть в тот момент, когда мы почувствовали, что уже его слишком много, ему тесно, да. И еще, когда растение не делится, когда оно долго растет вот так, оно начинает стареть. И чтобы его омолодить как-то, мы вот проводим с ним вот такие подобные манипуляции. Как бы, и оно становится опять молодым, и бурно, пышно оно цветет. Вот если мы растение посмотрим, да, то у него, вот эту картину посмотрим, то у него есть такие вот как бы такие логические как-то вот пространство, да, вот как бы вот здесь вот оно вот как бы вот здесь сконцентрировано, здесь вот концентрировано, а вот здесь вот между ними уже свободно. То есть мы визуально это уже визуально мы определяем, где поменьше листьев, где поменьше побегов. Там мы и начнем делить. Вот если с большой куртины мы делаем сейчас вот 2. Для этого нам нужна просто вот лопата, мы ее аккуратно ставим на то место, где мы должны разрезать, разделить. Это для корневищных растений. Я должна отметить, что только корневищные растения можно так сделать. Если у нас растение стержневая корневая система, так никак ни в коем случае не получится. Ставим лопату и резким движением и разделим. Не боимся? То есть. Не боимся, да. Ничего страшного. Конечно же, какие-то побеги мы повредим, и они уже не смогут вырасти, но, по крайней мере, это для растений, наоборот, на пользу. Дальше ищем следующую вот нашу вот
Следующее вот пространство, которое можно разделить вот оно логически, прямо вот само разделяется. Конечно, корневая система травмируется при таком. Ой, мне прям даже как-то жалко немного так делать. Ничего страшного нет. Если какие-то вот корни оголяются, то корневища, то вполне это можно. Растение заживет. Можно еще вот разделить, например, и вот так. А максимально вот сколько их должно Ну, быть? хотя бы 2-3 вот этих вот деленочки должно оставаться. Должно Но, быть. по крайней мере, если мы сильно разделим, то у нас декоративный вид, конечно же, он сократится. Поэтому я рекомендую не очень сильно делить Ага. и делать это не так уж часто. Вот. Ага. Ну, А вот такое- через сколько примерно оно разрастается? Как часто нужно? Вот, ну вот если брать вот этот ирис, допустим, да? Раз в сезон это их... Нет, это примерно делается раз в 3-4 года. Это в зависимости от вида растения, от того, насколько оно интенсивно растет, насколько быстро занимается вот свое пространство. Например, если бадан был посажен 5 лет назад, то сейчас вот его через 5 лет назрела необходимость его Уже вот также вот рассадить. разделить. Да. Ага. Разделить и рассадить. Конечно, такое растение требуется время, чтобы прижиться, вот корни травмированы. Мгм. Опять-таки, такие манипуляции лучше делать в пасмурную погоду, либо вечером, либо утром пораньше, чтобы корни не страдали. Давайте его побыстрее посадим, чтобы Да, не мучить защитить его, да? корневую систему. Да, меньше будет болеть и все прочее. При посадке можно использовать различные корнеобразователи, как типа корневина, которые будут вот стимулировать образование Рост. новых молодых корешков. Да. Но здесь мы просто посадим его, не обращая внимания на другие посадки, как просто покажу, как это делается. Мы копаем лунку, подходящую по размеру вот растения для корневой системы. Мы добавляем туда перегной и также вот перегною можно добавить побольше, потому что это у нас посадка делается на несколько лет. Мы сюда следующие какие-то манипуляции будем делать только через несколько лет. Добавляем воды. Хорошенько, ну и все, это должно впитаться теперь. Также мы после посадки мы используем растения, можно обработать различными стимуляторами, иммуномодуляторами. Вот мы подготовили лунку, сюда мы перегной, налили воды, вода впиталась. Теперь распределяем корни растения по лунке и начинаем прикапывать. Растение у нас должно расти именно в тот же уровень, на границе между надземной и подземной частью. Вот здесь вот происходит корневая шейка, которую не нужно заглублять. Для большинства растений это губительно. Хорошо закопали. И придавливаем. Я рекомендую здесь большую лунку не оставлять, иначе она при поливе начинает замываться и растение начинает заглубляться. Поэтому хорошо придавили. И теперь следующий этап. Землю обязательно разравниваем, чтобы было все ровно, красиво, аккуратно. И теперь уже следующим этапом мы опять поливаем, обильно поливаем водой. Так как мы сажаем уже в солнечную такую жаркую погоду, то на 3-4 дня нужно растение как бы притенить, немножко прикрыть. Но не одевать сверху такое какое-то ведро, которое глухое, под которым растение на солнце может просто-напросто сгореть. Что-то такое, да, коробочку или что-то вот, и чтобы там проветривалось. Через 3-4 дня корни уже начнут работать самостоятельно, и можно будет убрать укрытие, и оно будет дальше само жить. Если еще растение собирается цвести или цветет в этот момент, рекомендуем цветки обрезать, бутоны убрать. Во всяком случае, чтобы семена не давали, потому что образование семян требует очень много сил от растений, а ему сейчас нужно прижиться, ему нужно выжить, занять свою. То есть, если мы его, пересаживаем, цветочки пока нам не нужны. Да, цветочки надо нам пожалеть не нужны. растения. Растения жалеем, да, с гуманной целью мы обрываем, чтобы оно давало корни. Самое главное сейчас первый год после посадки, чтобы растение дало корни, чтобы оно укоренилось и радовало нас. А вот те самые ирисы, которые любят многие, да, вот насколько густо можно их сажать? Вот, допустим, вот мы посадили один кустик, и следующий рядышком. Следующий рядышком можно формировать. Вообще я люблю сажать это многолетние растения небольшими группами по 5-7 растений. И они вот образуют такую группку, и очень декоративная получается. Это где-то сантиметров 30, 35, 40. Можно некоторые растения, например, 3 посадить растения чуть поближе, сделать, и 2, например, поодаль немножко. И тогда вот они смотрятся гармонично, красиво. При посадке растений, при создании вот этих многолетних цветников нужно обратить внимание на вот состояние участка. Если вы запланировали в каком-то месте вот участок у себя, посадку, создать многолетний, вы должны понимать, что этот участок будет у вас в течение долгого времени, несколько лет, да, 5, 7 и то и дольше лет. И этот участок прежде должен быть очень хорошо подготовлен. То есть он должен быть перекопан, он должен быть очищен от сорняков, от разного мусора, прочего. Здесь не должна застаиваться влага, что большинству растений не нравится.
Так как когда мы однолетние сажаем цветники, да, мы же их каждый год перекапываем, у нас есть возможность убирать сорняки. Ежегодно вот эти вот корневища, все это убирается. Да. А с многолетними растениями здесь очень сложно. И когда вы в какой-то момент упустите, то они могут очень сильно зарасти, сорняки забьют все этот участок, оно потеряет декоративность, многие растения даже могут погибнуть, если они будут сильно вот заняты сорняками. Ну вот у нас здесь мы видим много вариантов многолеток, да, ну и на ваш взгляд, вот самые неприхотливые, самые простые, ну вот и посадили, и вы уже визуально, оно будет вас радовать много лет, с чего начать хотя бы, да? Конечно, можно увлеченно заниматься, да, вот именно декоративными такими растениями, но вначале же хочется просто пока посадить и хотя бы чуть-чуть порадоваться, а потом уже начать вникать во все подробнее. Да, мы рекомендуем, когда вы делаете что-то у себя, начинаете работы вот под саду, если эта работа для вас новая, раньше не занимались, начинать не с большого количества растений, 2, 3, ну максимум 5 каких-то видов выбрать и уже их как-то гармонично, грамотно расположить, и уже потом в дальнейшем уже есть возможность дополнять эту. Ну и самые такие, конечно же, распространенные, самые простые, это, наверное, ну, очитки, которые могут какие-то огрехи в уходе, могут они простить. Да, вот давайте покажем их еще раз полив поближе. или что-то. Вот у нас был очиток Миддендорфа. Вот он. Да. Такой красавец, он потом становится таким рыже-коричневым, тоже очень декоративный, остается достаточно продолжительное время. Это баданы. Ну, они любят солнце. Большинство, конечно, наших растений любят солнце, либо полутень. На солнечном месте они будут особенно хороши, особенно более эффектны. То есть очитки, баданы. Баданы, да. Можно посадить мертензию, которую вот я вот вначале тоже показывала. Она очень хорошо занимает нишу, разрастается. Она может сама расти Вот эти даже зеленые, подлезть. да? Да, зеленые, вот, которые вот начнут скоро цвести. Луки различные, они тоже могут быть декоративные. Когда мы растения приносим из природы к себе в культуру, они начинают как бы немножко по-другому, они реагируют на условия культивирования, конкуренция меньше, мы их поливаем, мы за ними ухаживаем, полем, подкармливаем, и они начинают радовать нас своими вот внешним видом. У них листья крупнее становятся, цветков больше, цветоноса больше. Все это сказывается на декоративных качествах растений. И вот это даже вот многие ходят по лесу, смотрят, и видят те же самые растения, но их не узнают по сравнению с теми растениями, которые вот могут быть в культуре. Они не показывают свой тот потенциал, который мог бы быть у них. То есть можно лук дикий посадить у себя? Запросто можно посадить, и он тоже будет, его необычные вот эти вот головки тоже радовать, и листочки вот такие вот. А здесь у нас его нет, да? Здесь у нас есть лук, но нарциссолистный, он немножко другой, у него плоские листья. Он цветет, например, во второй половине лета. Вон тот, давайте поближе подойдем, давайте подойдем поближе, посмотрим. Это когда большинство наших местных растений, они цветут в начале лета. То есть вот сейчас они цветут, создают эффект, потом завязывают семена, и некоторые из них уходят в покое. Но есть такие растения, которые цветут позже. Вот, например, лук нарциссолистный. У него сейчас вот такие вот розетка листьев. И потом дает он цветоносы примерно сантиметров 60-70 высотой. И на нем лиловый шарик с многочисленными цветками. Тоже очень красивые. Они вот... Да даже и так красиво смотрится. Да. Ну, если вы формируете какой-то такой выдержанный сад у себя, не без ярких каких-то пятен, таких, то вот такие вот растения, которые декоративно-листные, именно не красиво цветущие, а декоративно-листные, это они очень вполне уместны. Да, Наталья, ну вот мы говорим многолетки, а что делать-то? Осень, наступила осень. Дальше что? Да. Как нам сохранить их, чтобы на следующий год они также росли и радовали глаз? Осень наступила, растения начинают желтеть, как правило. Да. Некоторые даже уже в августе начинают желтеть. И по мере пожелтения мы обрезаем просто листья. Мы берем секатор, обычный садовый секатор, и начинаем обрезку. Мы срезаем всю надземную часть. Срезаем надземную часть и оставляем пенек 2-3 сантиметра высотой. Это делается для того, чтобы нам самим знать, где у нас что растет. Потому что оно со временем забывается, можно затоптать, можно перекопать. А если у нас будет небольшой пенечек торчать, мы уже будем знать, где это. То есть практически как подстригаем всю шапочку и все, да? Да, можно это сделать секатором. Если это какое-то густое большое растение, можно взять серп, аккуратно срезать серпом. Да. И растение в таком состоянии, оно уходит в состояние покоя. За исключением у нас вот бадана. Бадан, он так и остается с этими листьями, и весной он уходит, вот тоже выходит из-под снега вот уже с этими листьями, которые постепенно зеленеют, появляются новые листья, а старые листья отмирают.
То есть бадан, он такой вообще особо... Да, он вообще очень хорош. Он и украшает участок в любое время года, мне И кажется. такой очень объемный, да? Да, создает Посадил. объем и такой аспект такой хороший на себе вот это вот ловит, да. Мгм. Так, а по поводу размножения, да, вот мы же говорили с вами, да, вот мы рассаживаем вот таким образом, Да, да? это вегетативное размножение, один из способов. И второй вариант? Это семенами мы можем Мгм. посеять. Семена, когда созревают, у нас уже коробочки, вот где вот созревают семена, вот эти вот, Мгм. они созревают, они становятся сухими такими, и семена, ну, можно уже увидеть, что они зрелые. Их можно Мгм. собрать и посеять. Для большинства семян нужна стратификация. Стратификация – это действие низких температур. То есть лучше всего посеять это осенью. Мгм. Посадки сделать осенью, за зиму растения холодом их обрабатывает, и они уже весной, большинство видов начнут сходить. Некоторые виды будут сходить, такие как, например, пионы, на второй, на третий год могут такие вот затяжное То есть цветение. семена мы собираем, Да, сушим? да, сушим, ну, храним до сентября примерно. Мы где-то в середине, во второй половине сентября мы можем уже начинать посевы, когда уже растения гарантированно не прорастут. Делаем бороздки, засыпаем туда семена, сверху засыпаем перегноем, хорошо утрамбовываем и так и оставляем. На осень мы не поливаем. Если мы сеем весной, то, конечно же, нужно будет поливать. И следующей весной мы следим, чтобы грядки, чтобы вот эти вот посевы наши не пересыхали. Мгм. Тщательно, внимательно поливаем аккуратно. А что обильно. касается вот многолетних растений, подскажите, пожалуйста, они вообще вот в плане, вот мы говорили о вредителях, да? Есть ли у них вот такая вот прям, может, характеристика, что они подвластны тем самым вредителям, или они... Да, принципе. конечно же. Ну, они, конечно, в большинство степени устойчивы, наши местные и наши якутские растения, они устойчивы. Но бывает, конечно, повреждения. Основные это может быть тля. Мгм. Здесь мы обрабатываем против Мгм. насекомых препаратами. Либо это паутинный клещ, иногда редко возникает, да. Тут уже надо акарициды против соответствующие, да, препараты немножко другие использовать. Ну или, может быть, мучнистая роса, то тогда тоже соответствующие препараты. Их очень много, они разные по Мгм. инструкции, можно использовать, соблюдая меры безопасности. Если растение очень сильно повреждено вредителем, то рекомендуется его вообще убрать, чтобы М. оно не заражало Заражало другие других. растения. Да. А вот смотрите, опять же, по расстановке. Помните, мы когда говорили об однолетних растениях, мы говорили о том, что высокие растения мы садим позади, чтобы они не давали Да. тень. Это касается многолеток тоже? Да, да, здесь, конечно же, тоже самое, те же правила действуют. Надо понимать, какие растения становятся во взрослом состоянии. Например, если это водосборы какие-то, которые могут по 1,5 метра в высоту вырасти, то, конечно же, их нужно посадить на заднем плане, чтобы они не загораживали передние растения. Может быть, они весной будут еще и маленькие, Мгм. а какие-то вот растения, вот, например, то же самое вот прострелы, они в это время будут выше, но надо учитывать все-таки их взрослое состояние, и от этого уже формируется композиция. А вот в нашей экспозиции можете показать вот какое-нибудь одно растение, которое было для вас, допустим, открытием, что все-таки оно у нас прижилось в Якутии и дает свои плоды? Вот Ну, это, именно. конечно же, вот эти тюльпаны, мимо Тюльпаны, которых да? мы ходили, да. Ну, может быть, они такие, конечно, скромные, не те, которые вот мы видим на Западе Да. растут, не те, которые вот дарят нам в букетах, но они такие нежные, трогательные, они раскрываются только когда солнечный день, когда вот солнышко светит, они открываются. В пасмурную погоду они закрыты, вечером они тоже закрываются. И вот на высокой ножке они так нежно качаются на ветру, что это, конечно, производит такое хорошее впечатление. Мне они очень нравятся. Очень нравится, да? Ну и самое главное, что действительно как-то непривычно, да, видеть подобные растения. Да, тюльпан в Якутии, это, ну, пусть он будет скромный, но он тюльпан. Он это тюльпан. Да. Дорогие друзья, я призываю вас, занимайтесь любимым делом, цените и любите землю и старайтесь, чтобы у каждого на участках была вот такая красота, как в ботаническом саду Северо-Восточного федерального университета под руководством ее директора Натальи Ивановой. Спасибо вам, Наталья. Не прощаемся, увидимся, потому что совсем скоро у нас будет очередной выпуск с этого же места. Следите за нашими новостями. До новых встреч! Bum 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 bum